В ящике тумбочки лежали часы, в которых папа вернулся с войны. Какое время они показывают? Сегодняшнее или то, послевоенное? Рассуждение о часах как о воплощении времени во всех смыслах. Первое в новой работе Андрея Макаревича. Лидер «Машины времени», один из создателей Аксенов Феста, сегодня в ипостаси писателя представляет книгу «12 месяцев, 12 рассказов». Произведения на разные темы, написанные за год. Завтра Макаревич выступит уже как музыкант. Я очень рад, что мы продолжаем выполнять пожелания Василия Павловича. Когда мы этот фестиваль придумывали с ним, он хотел, чтобы это был не просто литературный фестиваль, а фестиваль литературно-музыкальный. На фестивале презентуют новые книги, например, антологию татарской прозы на французском языке, которая вышла в Париже. Это выход в другую языковую группу, и прекрасный профессиональный художественный перевод – это 50% успеха разговора с другой культурой на другом языке. Писатели проводят лекции и дискуссии. Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина поднимет тему о мере страшного в художественных произведениях. А драматург Евгений Попов презентует фотокнигу сына Василия и рассказывает о шестидесятниках, с которыми был знаком лично. Здесь, конечно, нет главных шестидесятников Василия Павловича Аксенова и Беллы Ахатовны Ахмадуллиной. Василий не мог снимать, значит, то есть у него есть любительские фотографии Аксенова и Ахмадуллиной, потому что слишком близко, потому что мы слишком дружили. Помимо мероприятий в Доме-музея Аксенова, на этот раз творческие встречи и презентации впервые проходят и на новой площадке в Национальной библиотеке Республики. А традиционную премию лучшим авторам «Звездный билет» вручат в «Пирамиде» уже завтра. Лена Знатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.